Снизилась площадь загрязняемых нефтепродуктами территорий. Убраны десятки несанкционированных свалок. Внедряется раздельный сбор и переработка отходов. Такие итоги в этом году. Об этом стало известно на рассмотрении госпрограммы по воспроизводству природных ресурсов и охране окружающей среды в Госсовете Коми. Программа комплексная, финансово неемкая, но социально важная. Держим курс на экореспублику. Что еще для этого нужно, в материале Ольги Коняевой. Так называемой мусорной реформе 5 лет. К 30 году нужно обеспечить полную сортировку твердых коммунальных отходов и в 2 раза снизить захоронение мусора на полигонах. Программой было предусмотрено, что муниципалитеты получают определенные субсидии на эти цели. Было приобретено порядка 1500 контейнеров на эти цели, построены контейнерные площадки. И, конечно же, мы продолжаем двигаться. И в этом году мы уже подали документы в Федеральный Минприроды. Нам одобрили заявку на 3,5 миллиона рублей. И в следующем году мы получим еще 186 контейнеров именно для раздельного сбора отходов. Региональный оператор также устанавливает контейнеры для полезных фракций за свой счет. Разделенные отходы везут на переработку на наши предприятия. Таких в Коми сейчас 26. Полимерное сырье макулатура. В Сыктывкаре решена проблема и со стеклом. Его перемалывают в кварцевый песок, смешивают с переработанными пластиковыми крышками, полиэтиленом и плавят в цветную композитную массу. Из нее получается тротуарная плитка, бордюры, уличные люки и многое другое. Помимо уже имеющихся, региональный оператор обустраивает свой экопункт для приема вторсырья в столице Коми. А в северных районах до конца года будет запущен экомобиль. Какие-то вопросы сейчас уже решены, да, то есть транспорт, своевременность вывоза. Мы сегодня не имеем жалоб на это, но мы ждем переработку, сортировку. Это те задачи, которые были уже решены. Сегодня у нас еще нету даже точек, где это будет строиться, чтобы это было уже утвержденное. Мы считаем, что это такая топтание на месте, и нужно делать следующие шаги. Идут инженерные изыскания на предполагаемых точках строительства мусоросортировочных заводов под Сыктывкаром и вблизи Ухты. По результатам будет определен конкретный участок. Затем проектирование завода обеспечит до 70% сортировки ТКО. Предстоит решить и вопрос вывоза мусора из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Хотел отметить такой факт. В 2023 году транспортирование отходов по ледовой переправе в местечке Кабель, соединяющей Усть-Илимский и Ижемский район, было доступно для крупнотоннажной техники только лишь с 28 января по 17 марта. После 17 марта уже наша техника вывоз отходов из Усть-Илимы не осуществляла. Также сохраняются проблемы переправы мусоровозной техники по паромам. Не везде могут мои мусоровозы заезжать на Аппарель с учетом больших свесов. Обращаемся, пишем. Пока в Коми 9 объектов размещения отходов. Для сравнения, в Кировской, Архангельской областях более 20. Сейчас Минприроды прорабатывает варианты, как использовать недострои прошлых лет. Например, полигон в Кайгородке преобразовали в площадку накопления отходов. А объект Вижми включен в перечень перспективных на 2026 год. Нужно скорректировать инженерные изыскания и проектно-сметную документацию. Не завершено строительство полигонов в Сторожевске и Краткиросе. И нет дальнейших планов по окончанию работ на объектах и вводу полигонов в эксплуатацию. А строительство указанных объектов было вложено более 169 миллионов рублей. За год в бюджет региона и муниципалитетов поступило 136 миллионов рублей зеленых платежей. Это эковзнос из-за негативное воздействие на окружающую среду. Выплаты направляют только на экологические проекты. В этом году на озеленение и ликвидацию свалок. Всего в этом году очистили более 7 десятков замусоренных участков. Силами неравнодушных собрано и вывезено из региона 115 тонн автомобильных покрышек и шин. За лучшие просветительские экопроекты в Коми вводят поощрение. Премия «Зеленый бобер». Награждение состоится уже 14 декабря. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.